Здравствуйте, Адилет. Здравствуйте, Наталья. Давайте вы немножко вкратце расскажете о себе. Меня зовут Адилет Паяманлу. Я с 2018 года являюсь президентом Всемирной Федерации Алыш. Всемирная Федерация Алыш – это федерация поясной борьбы, традиционной борьбы, которая была основана в 2000-х годах моим отцом Баяманом Эркинбаевым, не только им, но и были там люди Накен Касевич, Гинтас Вилейта, многие другие люди. С того времени эта федерация существует и развивается на международной арене. Так получилось, что с 2018 года возглавляю федерацию я. Мне эта очень работа нравится, так как это наш вид спорта, традиционный вид спорта. И сейчас большой интерес европейских стран по этому виду спорта. Сколько вам лет было, когда вы начали ее возглавлять? Я начал с 2015 года, как в качестве первого вице-президента Гинтаса Вилейты. Мне тогда было в порядке 20, сколько лет? 21, 22. Я только после университета, только поженился. И так получилось, что меня сразу в команду взяли. И я работал с Гинтасом Вилейта с 15 по 18 год. Он как наш учитель, получается, был. Но с 2018 года он ушел на пенсию. И дал дорогу молодым, как говорится. Но она же не всегда была Всемирной Федерацией. Нет, почему? Основана была она как Международная Федерация борьбы на поясах Алыш. Это в 2000 году. Там принимали участие порядка 30 стран. И было 30 представителей, которые заключили договор о создании Международной Федерации. С 2008 года мы попали в семью борцов, как UFC. И с этого момента у нас началась, как сказать, второй этап развития на международном уровне. Это особенно континенты, Латинская Америка, европейские страны и азиатские страны, как Иран, Афганистан, Пакистан. На сегодняшний день одни из самых лучших федераций считаются. Одни из самых сильных, если точнее выразиться. Но Федерация Алыш – это же для вас не только спорт. Для нас это уже как больше семейное дело, так как мой отец боролся, до моего отца и деды, прадеды все боролись, но эта борьба никогда не получала такого международного признания. Да? Мы всегда боролись внутри себя, Центральная Азия, Ферганская долина, но так по воле судьбы получалось, что сейчас мы получили международное признание. И для меня это, как вам сказать, еще больше мотивации дальше этим делом заниматься, так как мы хотим, чтобы нашей борьбой боролись не только в Центральной Азии, но и во всем мире и на всех континентах. Как вы считаете, чем борьба на поясах отличается от других видов? Почему вы выбрали именно эту? Это, наверное, уходит очень глубоко в историю, потому что, как вы знаете, раньше у каждого мужчины был пояс. То есть пояс – это была основа любого вида спорта. Потом эта борьба трансформировалась, и мы видим сейчас многие олимпийские виды спорта, и не олимпийские, новые современные виды спорта. Да? Но, как вы знаете, пояс это основа была любой борьбы, и есть очень много научных трудов, доказательств о том, что этой борьбе уже больше, чем 5000 лет. Да, Ничего себе. Да, если говорить о нашем пророке Мухаммаду алейхиссалам, то наш любимый пророк тоже боролся. Есть этому достоверные хадисы, и мы можем с уверенностью заявить, что поясная борьба – это одна из самых древних видов спорта. Ну и так для заметки, Наталья, допустим, есть много видов спорта и много видов единоборств, где в определенное время есть определенные нагрузки. Да? В поясной борьбе Алыш, эта нагрузка составляет 85% на протяжении всего отрезка времени борьбы. Допустим, вы боретесь 3 минуты, из этих 3 минут 85% вы всегда напряжены. То есть очень маленький процент, где вы можете свободно стоять или отдохнуть. Да, это постоянная напряженная борьба. Этим она и интересна.
В общем, всех мы вас ждем у себя на YouTube-канале. Подписывайтесь, будет очень интересно.